Здравствуйте, в эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ, в студии Елена Камалова. Сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Жители Тукаевского района остались без света и тепла. В поселке Азьмушкино снова отключили электричество. В Челнах провели уникальную операцию. Медики БСМП применили новую методику в лечении аневризмы брюшной аорты. Поймали с поличным. Сотрудники МВД задержали жителя Тукаевского района с контрафактным алкоголем. Яркие огни и громкие овации. В микрорайоне Замеликесье открыли новогоднюю елку. Жители Тукаевского района остались без света и тепла. В поселке Азьмушкино снова отключилось электричество. В результате многие остались без газовых котлов отопления, у кого-то сгорели бытовые приборы. Об этом местные жители сообщили на нашу горячую линию. Как рассказали сельчане, проблемы с электричеством не редкость. Почему периодически Азьмушкино погружается во тьму, выяснила наша съемочная группа. Вечером, когда многие были уже дома, в поселке Азьмушкино отключилось электричество. По словам местных жителей, это уже второй случай за неделю. Перебои со светом стали обыденностью. Постоянные перебои, постоянно выключают, и особенно это в зимнее время очень трудновато, потому что отопление все-таки на электричестве, сейчас новые котлы, электричество там тоже надо. Позавчера не было, вчера часов в 11 выключили, днем выключали, позавчера тоже. Перебои и с водой бывает. Вот эти дни вот только. И воду отключали, и свет отключали. Эти дни только. А так нет. С главой сельского поселения нам встретиться не удалось, но по телефону он рассказал, что жалобы поступали к нему от жителей улицы Брагимова, Аделя Кутуя, Закирова и Мусы Джалиля. Рамиль Адеев также пояснил, что отключение электричества случилось из-за перенапряжения. Ситуация эта произошла из-за того, что подстанция не выдерживает более 500 киловатт, и кто-то, видимо, уже подключился с чем-то очень мощным, поэтому не выдержала подстанция. После проверки обнаружили также 2 сломанных счетчика. Энергетики сетевой компании восстановили подачу электричества только после вмешательства МЧС, сообщают жители в соцсетях. Свет появился спустя несколько часов. В ситуации разбирается и прокуратура Тукаевского района. Прокуратура Тукаевского района проводит проверку по факту аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино. Надзорным ведомством будет дана оценка работе сетевой организации в части соблюдения требований законодательства об электроснабжении населения, в том числе сроков устранения аварий на электросетях. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Что касается сгоревших электроприборов, глава Азьмушкинского сельского поселения отметил, что сообщений от жителей не поступало. При этом, если выяснится, что техника была испорчена, компенсировать убытки, вероятно, должен будет житель, спровоцировавший скачок напряжения. Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. В Челнах провели уникальную операцию. Медики БСМП впервые в мире применили методику операции без разреза для лечения аневризмы брюшной аорты. При этом специалистам удалось спасти деятельность почки пациента. В чем особенности операции в нашем сюжете? Аневризма или по-простому расширение брюшной аорты – опасное заболевание, которое нередко приводит к летальному исходу. Рентген-хирург БСМП Марат Шарафудинов пояснил, в конкретном случае ситуация усложнялась тем, что одна из почек пациента расположена в тазу. На самом деле это очень редкий вариант, когда почка смещается в таз, так называемая тазовая дистопия почки. В чем была сложность операции? Сложность была в том, что мало того, что расширена подвздошная артерия, от нее питается эта самая дистопированная почка. Обычно в таких ситуациях удаляют проблемную почку и делают операцию с разрезом. Но врачи БСМП решили применить другой способ. Пациенту экстренно выполнили эндопротезирование брюшного отдела аорты, чтобы предотвратить разрыв артерии. В этот же момент в почечную артерию установили стенд, чтобы спасти орган, находящийся в тазовой области. И все это не делая разрез брюшной полости. Такой метод лечения выполнен впервые не только в России, но и в мире. Нам нужно было, по сути дела, у этого пациента сделать 5 операций. То есть мы должны были закрыть аневризму подвздошной артерии, мы должны были восстановить проходимость внутренней подвздошной и наружной подвздошной, мы должны были сохранить проходимость почечной артерии, и мы должны были выключить аневризму брюшной аорты. То есть это несколько операций, и, соответственно, мы их сделали где-то, учитывая то, что были всякие проводилась анестезия, подготовка и прочее, то есть сам этап операции был где-то, наверное, около 3 часов.
Благодаря правильному подходу в лечении и профессионализму медиков пациента не просто удалось спасти, но и сохранить жизнедеятельность всех его органов. Сейчас 61-летний челнинец чувствует себя прекрасно, заверили врачи. Пациенту после выписки подобрана оптимальная медикаментозная терапия по поводу его давления, чтобы для следующих событий, связанных с сосудистыми осложнениями, не случилось. Пациент наблюдается у кардиолога по месту жительства, в том числе в нашем центре, потому что это уникальный случай. Мы сами пациентов наблюдаем, проводим диагностические мероприятия, то есть контрольное УЗИ сосудов, контрольная компьютерная томография. Уникальную операцию специалисты БСМП представили на Московском международном конгрессе по эндоваскулярной хирургии. Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. К другим темам. Поймали с поличным. Сотрудники МВД задержали жителя Тукаевского района с контрафактным алкоголем. Известно, что мужчина хранил и продавал спиртные напитки в Челнах. В ходе обысков в его машине на складе изъяли более 14 тысяч бутылок без акцизных марок. Общий объем изъятой продукции составил свыше 7 тысяч литров. Также было установлено, что фальсифицированная алкогольная продукция реализуется в одном из магазинов города. В помещениях магазина была изъята часть алкогольной продукции. В ходе дальнейших мероприятий было установлено местонахождение склада, откуда поступала нелегальная алкогольная продукция. В ходе осмотра складских помещений в городе Набережные Челны было изъято более 2000 литров. История бабушки-мигрантки и ее внуков многих не оставила равнодушными. О судьбе семьи интересуются ежедневно. Напомним, неделю назад в нашем выпуске мы рассказывали о женщине из Узбекистана, воспитывающей 3 несовершеннолетних внуков. Из-за нелегального проживания в России ее могли депортировать, а детей забрать в детский дом. Но руководство органов опеки и попечительства, учитывая интересы детей, решило не разлучать семью. Сегодня один из представителей благотворительной организации города заглянул к ним в гости. Здравствуйте. С утра пораньше и с подарками. Руководитель благотворительной организации Сергей Беленков решил навестить эту семью в преддверии Нового года. Подарил большую коробку с продуктовым набором. Увидели сюжет по телевидению и решили тоже присоединиться и помочь данной семье. Очень хорошая семья, замечательные, чудесные дети. Очень приятная бабушка. Я так воспряла духом. Вот действительно, я очень благодарна моему адвокату Марии, которая все бегает вместе со мной. Сергею очень благодарна, который действительно такие подарки сделал прекрасные. Очень благодарна всем людям, которые помогают. Сейчас у Фаили Вяльшины непростой период в жизни, но самое главное, что она смогла отстоять своих внуков, говорит женщина. Теперь необходимо оформить вид на жительство, а затем гражданство и опеку над детьми. В настоящее время бабушка не может получать никакие выплаты в связи с воспитанием детей. Также она не получает пенсию, не может трудоустроиться. Также нет пока возможности детей оформить в детский садик и получать бесплатную медицинскую помощь. Все это время бабушка была не одна. Соседи, знакомые и просто добрые люди поддерживали и помогали как могли. Ранее мы поддерживали эту семью, и мы собирали денежные средства для поддержки этой семьи. Но сейчас еще более есть нужда, потому что идет оформление документов, и там очень много госпошлин и разных расходов. Сегодня бабушка и внуки как никогда нуждаются в финансовой поддержке. В добром деле может помочь каждый. Связаться с семьей и уточнить все подробности можно по телефону, который вы видите на своем экране. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Хочешь новую шубку? Спеши с 12 по 19 декабря в торговый центр на Пушкинской. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую». Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Челнинский татарский драматический театр и его художественный руководитель Олег Кинзягулов стали победителями всероссийского проекта «Театр на прокачку». Как коллективу удалось добиться такого успеха, в сюжете Лилии Гатиной.
Первый шаг на пути к победе татарский драмтеатр имени Аяза Гилязова сделал еще весной. Тогда подали заявку и начали усиленно разрабатывать новые программы и методики работы, вспоминает художественный руководитель Олег Кинзигулов. Конечно же, это первый момент, это работа с сайтом. Сайт от Аллаверса все-таки по некоторым таким особенностям с нового года Аллаверса начнет работать. Это также ребрендинг. Ну и, естественно, это офлайн практики, лекции, мастер-классы с представителями столичных московских театров. Театр на прокачку – это новый проект Союза театральных деятелей России. Он направлен на комплексную поддержку российских учреждений культуры. В этом году в театр на прокачку заявились 26 коллективов. 4 из них стали лучшими, в том числе и челнинский. Плечи к ушам, снова сильно напрягаем ягодицы, кисти, мышцы лица. Испугались. С 15 декабря в рамках проекта для артистов Татарского драматического театра состоятся мастер-классы под руководством актрисы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Нины Амелиной. Артист – это такое синтетическое существо, которое должно и двигаться, и прыгать, и бегать, и танцевать, и при этом не задыхаться. Я думаю, что ребята с этим справляются, а мы просто поднастроим наши речевые аппараты, потому что я сегодня ребятам сказала, что мы наше чудесное тело воспринимаем как музыкальный инструмент, который просто нужно настроить, чтобы он звучал. У ребят музыкальные инструменты есть, они этот музыкальный инструмент любят, осталось только его чуть-чуть подладить. Уже 21 декабря труппа театра планирует удивить горожан очередной премьерой. «Волшебная рубаха» написана Айгуль Ахмедгалиевой по мотивам татарских народных сказок. А также на сцене покажут новогодние спектакли. Лилия Гатина, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео необычного автомобиля, обнаруженного в Челнах. В ночное время суток машина преображается от ярких огней гирлянд. Кто придумал так необычно украсить автомобиль, узнала Арина Аразова. Ильсур Мухамединов – поклонник классики. Это уже 4-я «Волга» в его собственности. Идея создания новогоднего настроения в авто пришла во время украшения дома. Челнинец вооружился 110-метровой гирляндой и за 3 часа закрепил ее на машине. Новогодняя «Волга» уже привлекает внимание прохожих, говорит владелец. Но иллюминации Ильсуру показалось мало. Молодой человек хочет установить на крышу елку. Подходят, фотографируются, и даже некоторые... которые боятся, они подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Я говорю, конечно, можно. Я говорю, особенно для детей уж, они все сразу радостные, когда видят. Конечно, убранство вызывает у горожан впечатление. Машина яркая и креативная. Но не станет ли такое количество огней причиной аварии, переживают челнинцы. Отвлекает, не знаю, приведет, не приведет к аварии. Вызывает ли подобные видео новогоднее настроение? Да. Опасно. Опасно считаете? Да, внимание же ты обращаешь. Засматриваться будут, конечно, не спорю. Где-нибудь на перекрестке. А сами бы украсили так свой автомобиль? Нет, наверное. Замечания сотрудников ГИБДД Ильсур пока не получал. По словам челнинца, он соблюдает правила дорожного движения и старается ездить аккуратно. Единственное, что вызывает опасения у него самого – сохранность украшений. Арина Аразова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. В течение дня на нашу горячую линию поступило несколько народных новостей. В частности, автолюбители просят убрать лежачие полицейские на пересечении улиц Гостева и Фоменко. А жители 7-го комплекса поселка ГЭС просят установить в их микрорайоне горки для детей. В течение дня мы также отслеживали интересную информацию в социальных сетях и подготовили для вас небольшую подборку. Так, одна из жительниц города пожаловалась на отсутствие больших автобусов на 26-м маршруте. Когда пустят нормально большой автобус номер 26. Вот мы сейчас за Меликиси идем пешком в 3-ю поликлинику на Зябь. Один из челнинцев решил порадовать горожан и поделился с новогодним настроением. Вам? Это вам. С наступающим Новым годом. Бесплатно шоколад, чай попить. А развлекаться любят все. В социальных сетях появилось видео, на котором четвероногий друг вместе со своим хозяином не прочь прокатиться с горки.
Мы можем показать и ваше видео. Сообщить об интересных новостях вы можете по номеру телефона 8 939 311 31 31. Яркие огни и громкие овации в микрорайоне Замеликесье открыли новогоднюю елку. Традиционно выступали Дед Мороз, Снегурочка и символ предстоящего 2022 года – тигр. Для жителей микрорайона организовали концертную программу, установили аттракционы и впервые залили большой каток. Дед Мороз, появись, мы тебя заждались! Звонкой кричалкой дети позвали на сцену главных персонажей праздника – Деда Мороза и Снегурочку. Под новогодние песни и зажигательные танцы состоялось открытие елки в Замеликесье. Напомним, ее в микрорайоне впервые установили в прошлом году. Местные жители оценили новогоднюю красавицу. Очень впечатляет, особенно маленьких деток. Не хотят домой уходить, хотя очень холодно. Какие планы на 22 год? Чтобы все, самое главное, были здоровыми. Самое главное здоровье, остальное все у нас будет хорошо. Ты пришел, и ты не заблудился. Здравствуй, Дедушка Мороз, ты мне даже снился. Радостью для местных жителей стала не только новогодняя елка, но и большой каток. Ледовое поле здесь залили впервые. Оно находится возле дома 2134. Красиво, вообще молодцы. В общем, да, очень понравилось. Да. 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 Нет. Я с мамой приду, она меня научит кататься. Я еще не каталась тут пока. Мы еще вот одеваем только. А вы что можете сказать по поводу новогоднего украшения? Ну, очень красиво, рады, что можно выйти погулять где-то у нас. Следующую новогоднюю елку откроют на площади перед ДК «Энергетик». Праздничная программа состоится 15 декабря. Главная елка на площади Азатлык будет открыта 17 числа. Арина Аразова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса. Это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке.